დღის წინ ოჩამჩირაში დისლოცირებულ ქართული ჯარის ნაწილებს ნებაყოფლობით ჩაბარდა რუსი ოფიცერი. მისი ნათქვამი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება თქვენთვის. Представьтесь, пожалуйста. Вы знаете, лучше я не буду представляться и не буду называть ни своей фамилии, ни имя и ни отчества. А вот по каким соображениям? Строго в целях личной безопасности и безопасности своей семьи. Все-таки я женат, у меня жена и 2 детей. И я бы не хотел, чтобы подставлять их под удар. А вы откуда родом? Родом я из Кубани. Из России, в общем-то. Вы кадровый военный? В принципе, да. Я кадровый военный. Я, если вас интересует, служил в свое время в войсках спецназа России. Служил в Анголе, принимал участие в военных действиях в этой стране. Как долго вы там служили, когда это было примерно? Я там недолго прослужил, сравнительно недолго, около 2 лет. И это было начало 80-х годов. Вы сейчас кадровый военный? Нет, сейчас я не кадровый военный. Здесь я находился вот, в Абхазии как доброволец. И как долго вы находились в Абхазии? Тоже недолго, где-то с сентября месяца я нахожусь в Абхазии. Вот, тоже принимал участие в военных действиях и в боевых операциях. В частности, я могу сказать, что принимал участие в боях за Гагру, если так можно сказать. Ну и видел тот ужас, который творился там. Видел тот страх людей, видел этот страх людей в глазах грузинов. И вы знаете, для меня сразу как-то перед глазами встает та ситуация, которая была в Анголе, где, скажем, русские ребята убивали... Да, они убивали кого-то чужого. Вот. А тут совсем другая ситуация. Тут я видел, как русские ребята, в общем-то, с поддержкой или наоборот абхазцы с поддержкой русских убивают, в принципе, своих, тех, с которыми всегда жили нормально, жили вместе и дружно жили. Вы знаете, мы к агрессивным событиям обязательно еще вернемся. Я просто хочу докончить вот эту мысль. Вы по каким соображениям попали вообще в Абхазию? Я вам, понимаете, могу сказать, что идейные соображения, в общем-то. Мною руководили идейные соображения. Я как-то вот под, может быть, прессом информации той, которая шла, думал, что абхазский народ находится в очень угнетенном положении, что действительно идет порабощение этого народа, и, в принципе, как говорили, геноцид этого народа. И у меня как-то складывалась параллель, вот, скажем, с боевыми действиями в Испании, если вы помните, когда русские, скажем, помогали Испании в своей освободительной борьбе. Ну и вот эти соображения меня привели сюда, в Абхазию. Хотел, так сказать, помочь им. Вот. Но вот, побыв здесь, повоевав, пообщавшись с теми, и с другими, и вообще с теми, кто там воюет, я понял, что вот тут несколько иная картина, нежели та, которую я себе представлял вот, в свое время. Я вам должен сказать, что тут скорее превалируют интересы России, впрочем, не всей России, а российских самодержцев. И вряд ли тут можно сказать что-то иное. Скажем, те же российские руководители российских войск, тот же генерал Сорокин и его сподвижники, его идейные, так сказать, друзья, ведь они же правильно заявляют о том, что Абхазия находится в сфере интересов России. И Россия по этой причине отсюда не уйдет. Вы это сами слышали или... Конкретно лично я этого не слышал, но об этом говорили мои друзья, мои, так сказать, соратники, да. Вот вы скажите, насчет гагринских событий, это очень важная тема для нас, вы сами понимаете, потому что там это был очень такой тяжелый удар для нас, потеря Гагр. Вы участвовали в этих боях. Вы сейчас говорили насчет того, что там вы видели много жестокостей, даже таких, которые вы сами вот в Анголе не наблюдали. Помимо этого, когда вы перешли, скажем так, когда вы сами добровольно сдались грузинским войскам,
при вас нашли кассету, где вот как раз заснято, это 5 октября заснято гагринские события. Что происходило в те дни на улицах Гагры. Вот как вы это прокомментируете? Как к вам попала эта кассета? И вообще-то, как вы прокомментируете всю эту гагринскую эпопею? Ну, что касается того, как ко мне попала эта кассета, давайте это лучше оставим, потому что, ну, скажем, это мой личный секрет. Я сотрудник спецназа, я знаю, как это делать. Вот, что касается, значит, моего впечатления или моего комментария о том, что происходило в Гаграх, единственное, что я могу сказать, что это был ужас. Это был ужас, который, я еще раз хочу подчеркнуть, невозможно описать просто словами. Это просто нужно увидеть. Это нужно увидеть, это нужно прочувствовать. Вот. И вряд ли вот то, что называется освобождением Гагры, можно назвать действительно освобождением. Это был захват Гагры. А вот мы слышали насчет того, что там отдельные группы людей, скажем, формирование особой жестокости ввели. Вот вы как это вы можете прокомментировать? Была жестокость, была и особая жестокость. Но знаете, меня что удивило? Меня удивило, и не только, в принципе, меня, это удивило многих русских ребят, да и, скажем, боевиков той же конфедерации, а удивила жестокость абхазцев. Та жестокость, с которой они расправлялись с грузинами, то есть с теми, которые они, в общем-то, очень долгое время жили, по-моему, нормально, в мире и согласии.